Мальчик из Перми-Вичегодска и Национальный музыкально-драматический театр готовит премьеру этно-мюзикла по произведению коми-поэта и писателя Владимира Тимина. Премьера первой части дилогии состоится 12 февраля. На репетициях побывала Виктория Размыслова. 15 век. Московское княжество захватывает великопермские земли. Финно-угорские народы, считавшие друг друга братьями, взялись за оружие и пошли войной друг на друга. В условиях таких событий в спектакле и проходит жизнь села Усть-Вымь. Возможно, родственные народы даже внешне немного схожи. И получилось так, что в нашем спектакле коми-зырян и других финно-угров играют одни и те же люди. Это яснее всего показывает, что войны между братскими народами быть не должно. На долю главного героя пьесы мальчика Тики выпадает немало испытаний. Однажды, отправившись с другом и сестрой на рыбалку, они замечают воинов. Тики спешно отправляет попутчиков домой, а сам берется отвлечь недругов и попадает в плен. Его сестра Кыва в это время тоже хлебнет горя. Для моего героя открывается другая сторона событий. Он познает образ жизни хантов и манси и слышит, что даже речь воинствующих народов очень похожа. Но почему они убивают друг друга, ему непонятно. Когда мы в Усть-Вымь возвращаемся, мы видим, что село в огне. И очень тяжело осознавать, что дорогих людей, как бабушка, которая нас вырастила, их больше нет. Чтобы разнообразить сцены баталий, спектакль решено было поставить в жанре мюзикла. На стихи молодого автора Ольги Баженовой музыку написал артист театра Александр Витошкин. Грозное звучание рока и нежные этнические ноты гармонично вплелись в диалоги героев. Всю повесть, например, Владимира Васильевича Тимина пересказать невозможно, вот так вот вкратце, да, и поэтому и получались большие очень картины, эпизоды, и для того, чтобы картины эти по времени уменьшить, а смысл донести до зрителя, Светлана Ангелина пришла вот к такой находке, чтобы некоторые сцены перевести на стихи. А так как есть стихи, если это музыкальный спектакль, соответственно, мы делали уже музыку под каждую сцену. Для зрителей по окончании спектакля сохранится интрига, ведь это только первая часть дилогии. О продолжении приключений Тики зрители узнают только осенью. Однако авторы спектакля обещают, хэппи-энд обязательно будет. Виктория Размыслова, Олег Шипицын, Вести Коми.